Вы знаете, обстановка в целом, она-то стабильная, но есть проблемы. И проблемы эти, эти проблемы не придуманы и не организованы, и не как бы по вине народа Ингушетии, многонационального народа Ингушетии. И вот на эту обстановку влияют многие факторы. И ситуация, которая сегодня в Южной Осетии, ситуация, которая была в соседних наших республиках, и то долгое противостояние, которое было в Чеченской республике, сегодня там идет строительство, мы очень рады этому. Ну и, конечно, вот буквально мы сейчас только разговаривали, та миграционная ситуация, которая это беженцы из Северной Осетии, беженцы из Чеченской республики, и та нагрузка на социальную сферу, на инфраструктуру, и, конечно, те устремления отдельных сил, которые сегодня хотели бы, чтобы республика развивалась в другом плане, несколько в другом плане, чтобы она не шла по пути созидания. Ну, я вам даже большего скажу, что даже, чтобы вообще этой республики не было. Вот сейчас покажется странным, вот, то, что я такой переход сделал. Вы считаете, что вот сейчас есть опять, ну, как бы наметилась угроза нашей государственности? Вы знаете, эта угроза, она есть всегда. И не только потому, что мы находимся на острие геополитических интересов, совпадения больших интересов. Но мало иметь государственность, надо уметь ее сохранить. Потому что есть многие народы, в том числе и которые больше ингушского народа, да, вот я имею в виду по численности, которые мечтают, если бы они ее получили, бы они ее сохранили бы, эту государственность. А мы уже имели в 20-30-х годах государственность, и мы ее не сохранили. И вот сегодня я вам говорю, что есть определенные эти силы. Они есть и вне республики, и в республике, которые бы не хотели бы иметь эту республику, чтобы она не была. И, к сожалению, люди, которые себя называют ингушами, есть и такие, к чему угодно готовы присоединиться, к скандинавским, к Америке, там еще куда-то, и здесь к любой республике. Их интересует не судьба этого народа, их интересует там нефтекомплекс, там Кавдоломит, там земли, там. Им не важно, как называться это будет республика. Это как перекати поле. Знаете, люди, где они оказались, где им хорошо, там их родина, там их государственность. У ингушей другая ментальность, другие подходы, другое миропонимание. И надо помнить наших старших, наших мудрых, великих предков, которые мечтали об этом дне. И вот сегодня, когда есть вот эти устремления, есть когда такой интерес у определенных сил, и самое главное, народ сегодня хочет, он понимает, что только в условиях государственности своей можно развиваться. Многие вопросы можно решать. И когда есть какие-то силы, кто-то сейчас скажет, вот что президент все время говорит, какие-то силы. Кто-то подумает, что это абстрактные силы. Все мы знаем, мы же не с космоса пришли-то. Мы все знаем, любой ингуш знает, что это за силы, какие цели. Многие знают, что это силы отдельные, те, которые были в 20-30-х годах. Я помню, как писалась статья, я понимал материалы Следственного фонда прекращенного, смотрел архивы. Я помню, как писались статьи в Ростове, которые назывались «В путах кровного родства». Это писали про основателя ингушской государственности, про Идриса Зязикова. Писали ингуши с помощью определенных сил в определенном городе. Писалось это тогда в Ростове и в Москве. Не без нашего участия. Есть люди, которые видят, что эта республика развивается. Совершенно четко они понимают, что пройдет еще 5-6 лет, что вообще в мыслях ни у кого не появится. И невозможно будет эту республику догнать в инновационном плане, в плане конкурентности, конкурентоспособности, в строительстве, промышленности, в плане создания рабочих мест. И
это определенную группу. Слава Богу, что их не так много. И слава Богу, что они не будут ничего решать. Хотя они людей дезориентируют. Они людей как бы вводят в заблуждение. Я уже говорил, что люди у нас понимающие, любящие свою родину. И у них происходит переоценка ценностей. И любой человек понимает, для чего это делается, для чего это говорится. И я знаю просто, какой ценою мы восстановили свое государство. Я знаю, какой ценой мы это сегодня удерживаем. Я знаю, какие устремления сегодня есть. И поэтому вот каждый должен на своем месте делать то, что от него зависит.